Добрый день, уважаемые участники совещания. Разрешите вашему вниманию зачитать доклад о Василии Игнатьевиче Федорове «Служение республике и науке». Василий Игнатьевич Федоров родился 27 апреля 1933 года в Пятом Мальжигарском наследии Орджоникидзевского района Якутской ССР в семье колхозника. С раннего детства, в годы войны, он помогал родителям в колхозной работе. Василий Игнатьевич, начав трудовую деятельность в 1954 году, в качестве рядового учителя вырос до государственного и общественного деятеля. Батубаинская 7-летняя школа, где он работал, находилась в селе Тас-Урях Ленского района, ныне входит в состав Мирнинского района. Через год, в 1955 году, заработала уже полная семилетка, которую возглавлял Василий Игнатьевич. В те годы на территории Наслега широко развертывалась экспедиционная работа. В селе Тас-Урях несколько раз останавливался отряд Юрия Хабардина, советского геолога, одного из первооткрывателей месторождения алмазов в Восточной Сибири. Встречи Василия Игнатьевича с ним всегда были интересными, но что он и его отряд конкретно искали, естественно, всегда держали в тайне. В 1958-1961 годах Василий Игнатьевич заочно окончил ЕГУ, работал вторым, затем первым секретарем Ленского райкома комсомола. В связи с развертыванием алмазодобывающей промышленности районная комсомольская организация уже тогда насчитывала более 2000 членов ВЛКСМ. Принимали первых посланцев якутского комсомола в алмазодобывающую промышленность. В 1961 году Василия Игнатьевича выдвинули на партийную работу. Он становится заведующим организационным отделом Ленского райкома КПСС. Через год обком партии направил его на учебу в Новосибирскую высшую партийную школу, где он прошел курсы учебы в ее промышленном отделении, изучая экономику народного хозяйства по программе высших экономических курсов. По окончании ВПШ с красным дипломом Василий Игнатьевич работает в аппарате обкома КПСС. С 1964 по 1970 годы возглавлял лекторскую группу обкома КПСС, работал вторым секретарем Усть-Алданского райкома комсомола. Годы работы в селе у Василия Игнатьевича оставили самые хорошие впечатления, ибо район находился в состоянии динамичного развития. Там он приобрел хороших верных друзей, с которыми сохранил дружбу на долгие годы. В 1970 году обком партии направил Василия Игнатьевича, как проявившего способности к организаторской работе, на учебу в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Академия принимала партийно-советских работников на конкурсной основе и готовила кадров в основном для республиканского и областного звенья. Академию Василий Игнатьевич закончил в 1973 году с защитой кандидатской диссертации. С 1973 года в течение почти 2 десятилетий находился на руководящих постах партийной и государственной деятельности, занимаясь социальной и культурной сферой народного хозяйства республики и вкладывая в ее развитие много сил и энергии. С 1973 по 1978 годы работал заведующим отделом науки и учебных заведений. С 1978 по 1984 годы секретарем Якутского обкома КПСС. И с 1984 по 1990 годы заместителем председателя Совета министров Якутской автономной Советской Социалистической Республики. В 1992 годах председателем Госкомитета по печати ЯССР. В 1992-1993 годах зампредседателя по государственным наградам при президенте Республики Саха-Якутия. Эти годы характеризовались ускоренным развитием материально-технической базы народного образования, здравоохранения, культуры и науки, в котором активное участие принимал Василий Игнатьевич. За время с 1973 по 90-е годы были введены в эксплуатацию здания школ на 85 321 ученических места, дошкольных учреждений на 41 544 места, больниц на 3315, коек-клубов, домов культуры на 20 930 мест. В районных центрах перешли на каменное строительство школ и больниц. В городе Якутске были построены здания многих техникумов, кооперативного, связи, сельского хозяйства, финансов, построены здания профтехобразования, якут-золота, геологов, кинофикации, также города Мирного, поселка Черского. Здание школ номер 2, 7, 26, 31, здание поликлиники номер 1 и акушерского корпуса города Якутска.
В 1982 году были введены юбилейные объекты здания Государственного театра оперы и балета, ректората ЯГУ, театрального корпуса Дома пионеров. В эти годы получили большое развитие наука, ее материальная база, были завершены строительство зданий институтов космофизики, физтехпроблем Севера, биологии, горного дела, второго корпуса Института мерзлотоведения и так далее. В 1989 году начато строительство медицинского центра. Важным социальным результатом этого периода явилось завершение перехода ко всеобщему среднему образованию. Василий Игнатьевич Федоров принимал активное участие в организации строительства каменных зданий Ойской, Бестянской средней школ, районного дома культуры, Максоголовской центральной районной больницы, а также в строительстве Кытыл-Дюринской школы и других объектов в Хангаласском улусе. Василий Игнатьевич выступал одним из инициаторов и организаторов культурных связей между республиками и областями Союза СССР, в рамках которых были проведены Дни литературы и искусства Якутии в 1982 году в Москве, Ульяновске, в Иркутской области в 1988 году и в Амурской области в 1989 году. Проведены Дни Монголии в Якутии в 1986 году, Дни культуры России в Якутии в 1987 году. Были установлены устойчивые регулярные связи между писателями Якутии, Казахстана, Киргизии и другими регионами. Все эти мероприятия стали хорошей пропагандой дружбы народов, способствовали интернациональному воспитанию трудящихся. Василий Игнатьевич возглавлял многие постоянные комиссии Совета министров ЯССР по отраслям социальной и культурной жизни. Комиссию по делам несовершеннолетних, противоэпидемиологической чрезвычайной комиссии по борьбе с туберкулезом, также возглавлял Общество охраны исторических и культурных памятников. 12 лет руководил комиссией по борьбе с пьянством и алкоголизмом. С 1993 года Василий Игнатьевич переходит на научную работу. Работает в Институте гуманитарных исследований Академии наук Республики в качестве старшего научного сотрудника, заведующего отделом истории, заместителем директора Института гуманитарных исследований Академии наук. С 2000 года являлся ведущим и главным научным сотрудником этого института. Он специалист по истории социально-экономической и общественно-политической истории Якутии начала XX века. Автор 3 монографий и около 80 научных и научно-популярных статей по этим и другим проблемам. На региональном диссертационном совете при Институте гуманитарных исследований Академии наук Республики успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Якутия в начале XX века. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие». В своей диссертации доказывает необходимость специальной комплексной разработки таких проблем, как феномен господства однопартийной системы, дуализм миропонимания и мироощущения тюркских народов, принявших христианство. Автор в порядке постановки также предложил новые подходы к вопросам консолидации народа Саха в нацию. В диссертации «Роль жизни народа экстремально природно-климатических условий и географического положения края» он показал устойчивый положительный баланс естественного движения якутского этноса. В диссертации и монографических исследованиях, анализируя состояние развития традиционных занятий коренного населения, автор выяснил положительную динамику роста скотоводства в изучаемый период. По-новому звучит показ взаимосвязи и взаимообусловленности развития традиционных отраслей хозяйства с формированием рыночных отношений, также с инфраструктурой последних. Исследуя общественно-политическое развитие республики, Василий Игнатьевич делает выводы о степени вовлеченности коренного населения во всероссийские события. Автор доказал крайнюю ограниченность предпосылок назревания революционного движения на местной почве, традиционный уклад жизни коренного населения и связанный с ним менталитет предопределяли его консерватизм и равнодушие к происходящим в России событиям. В связи с этим получили новые трактовки и оценки: последствия русско-японской войны для Якутии, вооруженный протест полицильных Романовка 1904 года и влияние русской революции 1905 года и так далее. В трудах Василия Игнатьевича дается новая трактовка и оценка последующим событиям. Ленские события и Алексей Елисеевич Кулаковский, съезд якутов 1912 года и его депутации, события, связанные с Первой мировой войной и другие. Например, в годы этой войны отсутствие воинской повинности для инородцев, по его мнению, объективно сыграло положительную роль как в сохранении их численности, так и в обеспечении экономической стабильности края. Впервые были введены в научный оборот и показаны правительственные меры по смягчению тяжести военного времени для населения области.
В целом, в своих трудах Василий Игнатьевич решает одну из крупных проблем отечественной исторической науки относительно ее региональной и причем более отдаленной и сложной части. Василий Игнатьевич избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР 3 созывов. С 1984 по 1992 год член правительства ЯССР. Он кавалер ордена «Знак почета», награжден медалями Союза СССР, грамотой президента Республики Саха-Якутия, почетным знаком «Гражданская доблесть». Ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник народного хозяйства ЯССР», ветеран Сибирского отделения Академии наук СССР. Является почетным гражданином Хангаласского улуса. Сегодня в нашем совещании принимают его дети, 2 дочери. Нужно сказать, что старшая дочь Александра Васильевна, доцент финансово-экономического института СВФУ, кандидат экономических наук, а младшая дочь проживает в Москве. И сегодня назрела необходимость увековечения памяти о Федорове Василии Игнатьевиче. Нужно изучать наследие земляков и на таких примерах воспитывать наших учащихся. Спасибо за внимание.